Сегодняшнее утро для работников предприятия «Газсервис» началось со встречи с информационной группой. В ее состав вошли представители всех основных служб и городских ведомств. Во вступительной части первый заместитель главы администрации Ильфат Сафин, выступающий в качестве руководителя информгруппы, ознакомил присутствующих с основными тезисами из послания президента Российской Федерации и главы Республики Башкортостан, озвучил основные показатели по итогам ушедшего 2016 года. В докладе были отмечены высокие экономические показатели, достигнутые за отчетный период, успешная работа, организованная в рамках подготовки к выборам, межрегионального инвестиционного форума, песенного конкурса «Ирандык-Мандары» и спортивного фестиваля «Ирандык-Батыры». Упоминались уверенные темпы реализации программы по переселению граждан из ветхого аварийного жилья. В Сибае за минувший год под эти нужды было выделено 129 квартир, в результате чего 1710 человек смогли улучшить свои жилищные условия. В ближайшее время будет сдан в эксплуатацию последний социальный дом и завершится 4-й финальный этап действующей программы. В городе проведены капитальные ремонты 3 образовательных учреждений. В планах на грядущий год реставрация после пожара здания филармонии, реконструкция городского стадиона и капитальный ремонт гимназии номер 2. Планируется ремонт и жилых многоквартирных домов, в частности газовых инженерных коммуникаций. Планируем на 2018 год включить дома по газовому оборудованию, потому что уже 2017 год у нас уже аукционы прошли по капитальному ремонту, но список есть у нас 151 дом, которые, значит, соответственно, должны пройти по данной программе. Тоже, значит, рекоператор мы определимся, какие дома, сколько домов будет. Скорее всего, наверное, будете вы сами, значит, ваши предприятия выступать уже как подрядчиками и выполнять эти работы. Вот, объем работы там тоже большой, то есть это то, что 151 дом я называю, это те дома, которые пока прошли обследование, где необходимо, где там уже свыше нормативного срока отработало газовое оборудование. После вводной части свои вопросы членам информгруппы стали задавать работники предприятия. В частности, коллектив интересовала организация кольцевого движения в поселке Северный, при котором планируется пересечение с дорогой газопровода высокого давления, межевание земельных участков в поселке Сарматы с учетом имеющейся инженерной сети газопровода, демонтаж газовых коммуникаций при сносе ветхого жилья. В области бытовой сферы собравшиеся обратили внимание специалистов на проблему недостаточной освещенности отдельных улиц, благоустройство дорог и парковых территорий, организация питания в детских садах. Каждый озвученный вопрос получил компетентный комментарий со стороны представителей профильных ведомств, были представлены варианты возможного решения проблем и реализации местных инициатив. Мы каждый день на работе и не можем прийти, например, напрямую в администрацию попасть. Не всегда бывает время и задать какие-то насущные проблемные вопросы именно представителям администрации, например, представителям других организаций. А здесь очень удобно. Было очень интересно и познавательно, по крайней мере. Многие вопросы, которые, например, мы не знали, что в городе происходило за прошлый год, например, какие были построены объекты, что было сделано. То есть была полностью дана развернутая информация нам. Встреча с представителями информационной группы заняла час рабочего времени. Сразу после специалисты сибайского филиала предприятия «Газсервис» приступили к исполнению своих профессиональных обязанностей. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.